bakka olurur soğukamela soğukamela. В Якутии выявлены бездомные, зараженные вирусом ВИЧ. По данным Республиканского центра СПИД, из 5 выявленных 3 не состояли на учете. Это новая для региона тенденция, ведь в республике из-за климатических особенностей выжить непросто и здоровому человеку. А у ведущего асоциальный образ жизни дорога коротка. Эта категория граждан является уязвимой, и эта категория граждан, конечно, больше всего подвержена таким социально значимым заболеваниям. Это в первую очередь как туберкулез, ВИЧ-инфекция, сифилис и различные вирусные гепатиты. И вот по прошедшей акции, вот последняя «Путь к дому», мы можем судить, что в этой категории граждан находится именно очень большое количество ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом. Мы выявили во время акции 3 первичных случая, и это не может нас не настораживать. По заявлению специалистов Центра СПИД, бездомные, ведущие асоциальный образ жизни, могут не только злоупотреблять алкоголем, но и наркотиками, вести беспорядочные половые связи. От этого риск инфекционных заболеваний увеличивается в разы. Это, в принципе, было ожидаемо. Единственное, что данная категория граждан, она не обращается никуда в лечебные сети. Она, в принципе, и не может, ибо не имеет документов или еще проблемы там, или с законом, или с чем-либо, да. Беспроблемного места жительства и полиса. Поэтому, конечно, обращаемость в медицинские сети у них, конечно, очень низкая. Но по прогнозу, конечно, если у этих больных есть ВИЧ-инфекция, идет, конечно, у них на этом фоне клиника, снижение общего иммунитета и уже присоединение уже вторичных различных инфекций. В основном, конечно, это у нас на севере развивается туберкулез в первую очередь. И такие больные, конечно, они в первую очередь они умирают, да, именно от туберкулеза. Здесь много вот таких как я. Я, например, говорю, да, как я. Вот ты же меня знаешь, да? Почему вот так не делаете? Если вот так делаете, То есть мало поддержки? Не помощи? здесь девушек не было бы. Здесь. А девушек много очень на улице? Еще уже весна наступает, да? Еще наступает. Врачи не раз задумывались и поднимали вопрос о принудительном лечении больных с опасными заболеваниями. После того, как он пришел на лечение, не все пациенты, это порядок примерно 7-8%, это от года зависит, да, пациенты, не долечившись, уходят, покидают медицинскую организацию. И что делать с такими пациентами? Это очень такой, ибо федеральный закон говорит лишь только о том, что принудительно его привести на лечение, но он уже дважды ушел после принудительного лечения. И в связи с этим, эту идею я декларирую уже 5-й год, выступал на всех самых высоких форумах Российской Федерации. И мы пришли к мнению, что все-таки должна быть уголовная ответственность. Дело в том, что все самые демократичные страны мира, такие как США, Канада, лично я сам был в Гонконге, у них эти нормативные акты есть. Из стран СНГ это Белоруссия, где они начали с 1998 года такую практику, и на сегодняшний день число коек из 1380, что было в Республике Беларусь, именно для таких пациентов, там стоят решетки, милиция, как положено. У них это число коек сократилось до 300. Это говорит о том, что человеку дается выбор. Либо он будет нормально лечиться
в медицинской организации, гражданском секторе. И либо, если он это нарушит, то, естественно, будет уголовная ответственность. Поэтому такая практика, еще раз повторяюсь, она есть в самых демократичных странах мира. По словам директора научно-практического центра фтизиатрии Александра Кравченко, проблема с заболеваниями у бездомных требует системного подхода. По его словам, ни в одном федеральном законе нет такого понятия «бомж». Также нет регистрации бездомных, нет статистики. Когда такие люди обращаются в больницу, только тогда раскрывается, что они в трудной жизненной ситуации. И когда люди к нам приходят, и мы у них выявляем туберкулез, только тогда мы начинаем считать, что это вот бездомный человек, это вот имеющий работу, не работу. Поэтому из числа говорить бездомных, сколько процентов выявляется, мы не можем, а вот из числа выявленных, да, это порядка 15-16 человек ежегодно. Когда мы в год выявляем 496 пациентов, это очень низкий показатель. В этом году, по итогам 2018 года, в 2000 году мы выявляли порядка около 800. Было 750, 820, порядка 800. То есть на порядок уменьшится число заболевших впервые. Этот момент тоже надо отметить. Вот из этого числа все-таки бездомные составляют не такую уж и большую категорию, но они как раз такие самые социально незащищенные. Вот в этом плане, да, тут проблемы есть очень серьезные, и его решение мы решаем только в отношении, скажем, туберкулеза. Но тем не менее мы здесь в нашем центре НПЦ фтизиатрии создали отдел медико-социальной помощи. Там работает юрист, там работают социальные работники и работают медицинские работники. И вот в течение даже 2018 года мы 139 пациентам сделали разного рода справки. Это паспорта, это прописки, это пенсионные удостоверения. Да, то есть отсюда наши люди идут, потом, когда, медицинские работники присваивают им ту или иную категорию инвалидности, то вот решение пенсионных дел. Свободных коек в отделении паллиативной помощи, что в поселке Кангаласы, не бывает, потому что на весь Якутск, где официально живет треть населения Якутии, такое отделение одно, и в нем всего 17 коек. Сюда часто доставляют тех, кому медицина помочь уже не в силах. В год через отделение проходит до 250 человек. Капля в море, потому что потребность в десятки раз больше. Вот это одна из тяжелых контингентов больных, которые как раз остаются незащищенными. И попадая к нам, они зависают на длительное время, пока мы не найдем выход. Но не всем это удается таким образом помочь, потому что нет той маршрутизации тех больных, которые для обеспечения их социальной защиты в целом. Очень часто поступает, это где-то в порядке в год их проходит. Вот за последние 3 года где-то около 40 человек, наверное, прошли. Кому-то удалось помочь устроиться в дом-интернат. Это через дом временного пребывания, через другие пансионаты, то есть где могут как раз обеспечить сбор документации, вот это вот. У нас, к сожалению, работников таких нету, мы не можем им помочь. Наша часть основная, конечно, это медицинская помощь. Выписывается примерно половина попавших в кангаласский хоспис. Остальные пополняют списки безвестных захоронений. Бомж – аббревиатура, ушедшая в прошлое из милицейских сводок времен СССР. В современной России известно как минимум несколько категорий граждан, никак не являющимися лицами бомж де-факто, но де-юре не имеющих места постоянной регистрации на территории России. Понимание обывателя бомж – человек, большую часть времени проводящий на улице, часто просящий милостыню, ведущий асоциальный образ жизни. Прошу я вас, молитесь, я так кушать хочу, но не надо уж. Сейчас не знаю куда,
открыть реку. 90-летняя жительница Алдана Агриппина Костромина, имеющая дочь, внучку и правнуков, осталась без угла. Большая семья проживала в маленькой однушке. Чтобы расширить жилплощадь, внучка Татьяна приспособила кладовку подъезда под комнату для бабушки. Проживание под одной крышей с престарелым больным человеком требует от родных немалой доли терпения. Мнения соседей разделились. Одни были уверены, что Татьяна выгнала пожилую бабушку из дома. Другие были более сдержаны, обвиняя внучку лишь в самовольном захвате площади общего пользования. С Агриппиной Петровной вопрос пришлось решать экстренно. Она была помещена в интернат для престарелых и инвалидов. На наш взгляд, существует как бы две категории, да, то есть как бы людей. Это именно все-таки кто местное здесь, да, то есть это местное население. Мы бывают случаи, что выявляем людей, что действительно как бы получается так, что им как бы негде жить там по разным причинам, да, то может быть конфликт с родственниками произошел там, либо какие-то другие причины, да. И вторая категория, это те, получается, кто приезжают на заработки, да, и по каким-то причинам оказываются здесь без средств существования, без документов, потому что также Алданский район, как и Нерингри, является своего рода воротами, да, южными воротами республики. Поэтому очень много людей приезжает на заработки, то есть это на строительство объектов сил из Сибири, и потом, как бы оказавшись в такой тяжелой ситуации, конечно, обращаются к нам. Со своей стороны мы оказываем материальную помощь данной категории граждан, да, то есть выплаты, потому что там как бы возникают такие моменты с восстановлением документов, то есть необходимо оплатить штрафные санкции, да, вот. И потом, конечно, очень нам в данной работе помогают общественные организации, то есть подключаем их, чтобы там помогли разыскать родственников, то есть и людей, которые знают их, да, и уже как бы все-таки отправляем, то есть стараемся вернуть их, ну, откуда приехали, да, то есть как бы к себе домой. Что самое страшное в жизни бездомного? Остаться без, один, как бы, без помощи остаться. Это страшно. Когда родственники даже отказываются, когда, друзья хорошие уходят, не хотят, связываться. Сам виноват. Я никого не виню. То, что у меня так сложилось. Сам виноват. Тяга к выпивке все испортила жизнь. Этот мужчина получил помощь в благотворительной организации «Линия жизни». Оксана Кондакова, вице-президент межрегиональной общественной благотворительной организации, говорит, что стимулом помогать людям в трудной жизненной ситуации для них с мужем стало осознание того, что в жизни есть вещи гораздо важнее денег и других материальных ценностей. Мы отвечаем, как правило, с мужем, что не хлебом единым человек живет все-таки. Мы с собой туда, как говорится, кошельки не заберем, как бы там ни было, правильно? Никто из нас не заберет. Поэтому есть, конечно, моральное удовлетворение в плане в каком, когда люди восстанавливаются, проходят через наш центр, да, какое-то время с нами проживают и в последующем устраиваются на работы, создаются семьи, люди восстанавливаются и живут обычной жизнью, не отличаясь ничем от нас с вами, да, и мы с частью таких людей поддерживаем отношения, то есть мы где-то в соцсетях общаемся с ними, видим, да, что они живут, все у них хорошо, они пишут нам, благодарят нас, что когда-то вот мы, как говорится, повстречались, да, и какую-то помощь, слава богу, была возможность им оказать. Поэтому радуемся всегда за таких людей. Мария попала в реабилитационный центр в прошлом году. Закончив школу, поступила в институт. Работала, снимала жилье, жила с молодым человеком. Во время ссоры ударила его ножом. Тот скончался в больнице. Освободившись из мест лишения свободы, стала злоупотреблять спиртным. Потеряла жилье. Иван, ее гражданский муж, в то время тоже сидел в полиции. Узнав от людей об акции «Путь к дому», Мария нашла в себе силы изменить образ жизни. Пока здесь работаем. Потом, если планы, то, конечно, много планов с ребенком. Петь, ничего, вот этого вообще ничего нету. Все хорошее. Планов много отдельных жить. На первом месте, конечно, да, своя квартира. Сперва, потом конечно, уже работать. Трудно будет, но... Конечно, трудно будет.
Семье Марии и Ивана повезло. Они успели вырваться из того болота, куда многие приходят добровольно. Летом на улицах городов становится гораздо больше асоциальных личностей. Молодые люди иногда приезжают, чтобы просто провести время на улицах. Как правило, обратно в деревню их не тянет. Нет работы, инфраструктуры, да и просто нечем заняться. Тут они спиваются, теряют документы и заражаются различными болезнями. Как констатируют медики, на сегодня практически каждый имеет заболевание, имеет проблемы со здоровьем, и этому свидетельством является общий анализ крови. То есть у них практически у всех анемия, недоедание, и плюс к этому мы с вами видим, выявляются на наших уже 4 проведенных акциях «Путь к дому» случаи заболевания туберкулезом. И есть случаи заболевания ВИЧ-инфекции. И 4-я акция показала, что на сегодня есть впервые заболевшие. Это достаточно тревожная статистика по сообщению Центра СПИД. И также мы на сегодня констатируем то, что данные граждане болеют гепатитом Б и С. То есть в этом смысле в республике проводится системная работа, но в данном случае мы говорим об адресной помощи гражданам, которые действительно страдают тяжелыми заболеваниями. По словам уполномоченного, бездомные, люди, ведущие асоциальный образ жизни и просто попавшие в трудную жизненную ситуацию – это целый пласт проблем, для решения которых нужны усилия не только благотворительных организаций и волонтеров, но и муниципальных, республиканских и федеральных властей. Это и профилактика, пропаганда здорового образа жизни, программы по трудоустройству, образованию и здравоохранению. В настоящее время у нас системного документа, который бы регламентировал оказание помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и не имеющим места работы, жительства, ведущих асоциальный образ жизни, желающих вернуться в нормальную жизнь нет. Поэтому задача как раз социально-благотворительной акции – оказание адресной помощи таким гражданам и, более того, еще и принятие комплексных нормативно-правовых документов, которые бы уже создали условия для проведения постоянной работы. Это Алдан. Тут в интернате общего вида проживают как одинокие престарелые, так и люди довольно молодого возраста, ставшие глубокими инвалидами. Многим требуется не только медицинская помощь и последующая реабилитация. Перед сотрудниками стоит проблема легализации человека. Сергей Пермяков поступил в хоспис несколько лет назад. Как гражданина Сергея Александровича словно не существовало. Где потерял документы, мужчина не помнил. Сергей одинок. Жена, дочери и внуки давно уехали на Украину. Впрочем, изредка мужчину посещают брат и сестра. На восстановление документов у администрации ушел не 1 месяц. Я в больнице лежал, у меня было там сотрясение чуть. И это, я не знаю, то ли в больнице потерял, то ли это оставил. Якутск. Бабушку у торгового центра Туймада видели многие. Она не бездомная, говорит, что живет в бараке. Есть зять, по словам бабушки, наркоман. Дочь и внуки. Просить милостыню заставляет маленькая пенсия и жизненные обстоятельства. Наркоман. Дочка болеет бронхиальной астмой. И что дальше-то? У меня внука 8 лет. Надо за садик заплатить. Вот я сейчас набрала за садик. Дочка говорит, мама, на садик надо заплатить. Репортаж делаем. Да. Что? Да. Что? Да не будем брать. Что? Это Сарел сам себя называет одним из самых первых бездомных столицы региона. Говорит, что тех, с кем начинал бродяжничать 28 лет назад, давно нет живых. Зимой обитает в подъездах, летом просто на улицах. Он давно разочаровался в жизни и не ждет от нее подарков. Болезни пока обходят его стороной. Я водитель автобуса. Сейчас сварщиком пытаюсь заниматься. Сварочную работу. А сейчас я уже бичок. Без дома, без документов? Без дома. Я вот по подъезду хожу, ночую.
Пошли через день, мы там ночуют. Ну, на тележке. Ага, Некуда идти. а в какой-нибудь интернат там вас не определяли, там ничего такого? Не, хожу вечерю. 28 лет. Никто-то, как я, не бичевал. Все померли, мои поколения. Бывший капитан полиции Николай Кошелев имеет свой дом, однако большую часть жизни проводит на улице. Лишился рук после того, как его избили рядом с остановкой. Уволился с работы, получает пенсию по инвалидности. К бомжам себя не относит. Знает, что значит эта аббревиатура. Я приехал на последнем автобусе, где дом инвалидов. Там купил квартиру. Ага. Ну и это... Смотрю, два мужика стоят на автобусе, остановке. Ну, я думаю, автобус ждут, на котором я приехал. А они, оказывается, жертву ждали, на кого напасть. И меня ни слова не говорят, пинали нахер. Под дых пнули еще, я сознание потерял, не знаю, сколько пролезал. Они карманы обшарили, у меня ничего нету. Ну и это, взяли, перчатки сняли. И после этого у вас... Ну и вот, и все, обморозились. Обрезали все. А с квартирой как случилось? И на ноге тоже. Что квартира? Нормально? Да, холодная. Первый этаж. Ну, то есть у вас дом есть, по идее? А? По идее, у вас дом есть, да? Ну, ЧБ. А этот, инвалидность оформлена? Документы Да, все первую есть? группу. А зачем вот как бы, ну, по улицам ходите? Зачем по улицам ходите? Как бы работы не найдете? Ну, пожалуйста, что надо. Я один живу. Меня никто не принесет. Надо самому идти. Ну, то есть денег не хватает, по идее? По инвалидности? Хватает. Хватает. 36 тысяч пенсия. Ну, неплохо же. А на улице зачем? Ну, как бы ходите? Ну, а вы зачем на улице? Кислородом дышу, свежим. В 4 стенах сидеть там, пыльцу гонять. Наш анонимный друг, который считает, что все беды от того, что государство не желает помогать, сам не сильно торопится менять образ жизни. Он говорит, что получает удовольствие от бродяжничества и алкоголя. Впрочем, глубоко осуждает тех, кто также стремится на улицу. Говорит, что становится опасно, боится заразиться. Я не знаю, я не болею, лично я не болею. А другие я не знаю. Я других сказать не буду. Вот говорят, что последний раз вот бездомные приходили на акцию. Нет, это говорят, вот я когда-то последний раз читал, да, когда вот это из Турции откуда пришли, и вот они болели. У каждого, кто побирается на улице, своя судьба и своя история. Те, кто соблюдает закон, живут, как правило, на улице, а спят там, где тепло, потому что жилье без средств к существованию не снять и не купить. Несмотря на то, что места жительства у таких лиц нет, они остаются гражданами России. Если он нарушает общественный порядок, конечно, мы доставим в отдел полиции и составим административный протокол, если он нарушает общественный порядок. Если он не нарушает и живет тихо, мирно под домом, к примеру, ну, ему негде деваться, некуда деваться. Ну, мы выгоним с этого дома, он пойдет в соседний дом. Ну, это же на улице холодно, все-таки зимой тем более. Нарушить его конституционные права не можем, действительно, да, вот взять, просто так посадить у себя в отделе. Ну, мы с вами поставим. Какой мороз? Для нас это мороз. Не мороз? Нет. Просто вон пацанов встретил. Поговорить, пообщаться.